Как будет решаться проблема обманутых дольщиков, что ждет проект «Народный бюджет» и помогут ли выпускникам с поступлением? Вопросы, как и полагается, самые актуальные. Ответы емкие и по делу. Такой формат встреч онлайн – это не только требование современности, но и возможность как можно лучше понять настроение жителей и их основные переживания. Одно из них – безработица. За время пандемии она увеличилась в 2 раза. Есть государственная защита от нее, а есть люди, которые, к сожалению, по критериям не подходят. И мы вот по этим людям в первую очередь сделали сразу первый шаг, и он денежный. Мы просто приняли решение по 5000 единовременной выплаты людям, которые не проходят по максимальному пособию. Здесь, впрочем, говорит Владимир Уйба, важно не только помогать тем, кто уже оказался в тяжелой ситуации, но и анализировать причины возникновения проблемы. Работа на опережение уже ведется. Власти Коми разрабатывают механизм, по которому при приеме на работу вахтовым методом приоритет будет отдаваться жителям Коми. Поддержат и выпускников. В 2020 году прием студентов в учреждения среднего профессионального образования будет вестись по целевому набору. А поступившим будет гарантирована стипендия из регионального бюджета. Временно исполняющий обязанности главы ставит окончательную точку и в еще одном очень важном для Коми вопросе. Строительство мусорного полигона в Шиисе недопустимо. Не может быть проекта, и он не может быть никак оправдан, если он несет за собой угрозу жизни человека или людям, или популяции и экологии. Вот нет такого проекта, который бы был оправдан. Да, вот нам нужно, но при этом там погибнет какое-то количество людей, не дай бог, или они заболеют. Да? Но вот очень нужно. Не бывает такого. Это моя принципиальная позиция. Тем более строить полигоны в республике, где там 80% лесов, да, там, причем лесов северных, шикарные леса, то есть, чистейшая вода, да, там реки. То есть сама природа говорит, что нельзя этого делать. Природа Коми – это ее богатство, потому необходимо развивать экологический и медицинский туризм. Делать это можно и с помощью проекта «Народный бюджет». В этом году финансирование программы будет увеличено до 124 миллионов рублей, а в 2021 и вовсе достигнет 200 миллионов. Руководитель региона признается, был восхищен, с какой теплотой, уважением и любовью люди Коми рассказывают о своей земле. Я же пришел в дом, да, я пришел к Коми народу. Я пришел к самобытному народу, у которого есть своя история, очень, очень большая, да, там есть традиции, есть язык свой, то есть национальные культурные особенности, да, поэтому у меня бабушка в этом отношении всегда говорила: ты со своим уставом в чужой монастырь не ходи. Я вот считаю, что это именно как раз к месту, то есть я пришел в гости в дом к хозяину. Вот Коми народ – это хозяин на своей земле. Естественно, я пришел с уважением. И так и буду продолжать дальше. С уважением к традициям, к языку, к особенностям. Когда ограничительные меры в связи с пандемией будут сняты, руководитель региона лично посетит каждый район республики и ознакомится с проблемами и нуждами жителей. А пока у каждого есть возможность задать ему свой вопрос в группе ВКонтакте. Ксения Лосева, телеканал Юрган Сыктывкар.